Здравствуйте, меня зовут Александра Прокопьева. Я историк, этнограф, работаю на историческом факультете Северо-Восточного федерального университета. Историком хотела стать не всегда. В школе я вообще очень много думала, кем же стать, какую профессию выбрать. И к концу окончания школы я все-таки решила, что стану историком. У меня отец был историком, археологом, этнографом, и решила, что нужно продолжить его дело. Отец со мной больше воспитывал меня, наверное, действиями, не словами. Все-таки для мужчины не характерно какое-то обилие слов, да? Поэтому он всегда возил меня с собой, всегда рассказывал о чем-то, показывал вещи, как ими нужно пользоваться, как что-то произвести, как делалась глиняная посуда, например, показывал, учил меня, вместе с ним лепили, возил по экспедициям, по разведкам, например, и воспитанием занималась бабушка. Она была учителем сама, учителем биологии, и, наверное, от нее у меня любовь к исследовательскому процессу. Если возникал вопрос, мы шли к книжной полке, доставали книгу, справочник или учебник и искали в нем информацию. И с тех пор для меня книга – это самый лучший друг, это ответ на все вопросы. Любовь к своему народу, к своей родине, конечно, привита у меня от моих родных, от бабушек, дедушек, от родителей, ну и, конечно, от окружающего сегодня меня общества. Конечно же, интерес, любовь к старинным вещам есть. И всегда у нас передаются из поколения в поколение наши семейные раритеты. Самой главной такой вещью является крест Сюрах, который был отлит в XIX веке, в конце XIX века, и по нашей семейной легенде, когда прапрабабушка выходила замуж, и это подарили как подарок свадебный. Она была сиротой, и ее воспитали очень хорошие люди, и как знак свадебного подарка преподнесли и эту вещь. Я его не только храню, я его достаю, одеваю на праздники, на СЭХ, например, я его обязательно ношу. Такая часть истории. Исходя из специфики моей работы, конечно, связь с предками я ощущаю, когда я вижу сами эти предметы, когда я их трогаю, описываю, измеряю, изучаю. Во время археологических раскопок из земли вытаскивается то, чего не видел другой человек до тебя на протяжении нескольких столетий. Это процесс очень завораживающий. И когда вроде бы перед тобой просто земля, сколько в нем богатств таится именно в культурном плане, в духовном плане, сколько всего информации хранится о наших предках. И поэтому археология – это очень интересно. Сразу хочется, бросив все, перестать есть, спать, только для того, чтобы изучить этот предмет до конца. Чтобы узнать, где же он находился в составе костюма, может быть, да, из какого материала он сделан, почему на нем такая орнаментация. И когда видишь предмет, появляется масса мыслей. И эта работа с предметом – это немножко перемещение в другую реальность. Все, что происходит в мире, оно как будто застывает, оно тебя уже не касается. Перед тобой есть предмет, и ты видишь только его. И пытаешься раскрыть, как будто вывести на разговор человека. Да, и от подхода твоего зависит, как предмет этот заговорит. Появляется вообще масса вопросов, и время тогда вообще застывает. Первоначальный осмотр, он порождает массу вопросов, и затем основная часть исследования – это уже поиск ответов на эти вопросы. И здесь очень важно поставить перед собой правильные вопросы. Будучи этнографом, и смотреть на современные интерпретации материальной культуры, такой хрестоматийной, якутской, да, достаточно сложно. Это на самом деле сложно, потому что ты знаешь, каким все должно быть по канонам, что означает каждая деталь, да, что где должно быть, кто что должен носить. И сегодня это как если представить, что все положили в коробку, потрясли, и просто вывернули наружу, и там все перемешалось. И при этом сейчас мы в таком вообще интересном периоде живем, что для меня, как для исследователя, тоже очень интересно, да, когда современные якутяне интерпретируют уже по-другому те предметы, которые мне как историку известны совершенно под другим углом.
а сейчас идет совершенно другая интерпретация. Это вот тоже очень интересный этап, вот, современный мир. Конечно, сегодня и идет глобализация, достаточно так активно идет, да, и мы это видим вот в якутской культуре, в якутском обществе очень ярко. Но несмотря ни на что, я уверена, что всегда будет цениться индивидуальность. Чем больше глобализации, чем больше универсальности какой-то, тем больше ценится именно особенность какая-то. И нам в этом плане повезло, что нашей особенностью является именно этничность. И если мы потеряем этничность, мы станем такой же абсолютно одинаковыми. А мир прекрасен именно в его разнообразии. Я очень надеюсь, что результат исследований, моих коллег, студентов исследований все равно принесут пользу. Потому что если мы хотим возродить традиции, сохранить традиции, нам нужно знать, как же это все было сделано, зачем все это было сделано. И как раз на эти вопросы мы пытаемся ответить, чтобы была польза. Ну, как говорится, мы вопрошаем наше прошлое, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло нам о нашем будущем. Все равно с прошлым есть связь всегда. Это вот как, когда человек болеет, он болеет не потому, что он просто болеет, а потому что вчера, позавчера он что-то сделал, что привело его к его современному состоянию. То же самое с историей. Если мы не будем помнить прошлое, мы не сможем объяснять вообще то, что происходит сегодня. Почему мы сегодня пришли именно к этому облику нашей культуры, нашей истории, неважно, к какой сфере это относится, да, и как нам дальше развиваться. И построение, вот воссоздание исторических процессов прошлого, оно во многом помогает понять, каким же будет наше будущее, если мы будем идти по этому нашему пути, которым мы идем сейчас. Нужно ли что-то изменять? В какую сторону надо изменять, если это нужно? И для этого нужно изучать прошлое.